Меня зовут Адилет Абылов, я являюсь генеральным директором и основателем компании Spalmala. Мы разрабатываем программное обеспечение для иностранных клиентов. Закрываем потребности бизнеса, закрываем хотелки, мы их называем, наших клиентов. Каких-то супер инновационных вещей нет. Не занимаемся там разработками в области большой науки и так далее. К нам обращаются люди, у которых есть конкретные проблемы, бизнес, у которого есть конкретные проблемы, или бизнес, который хочет стать лучше. И так далее. Мы им советуем, консультируем, разрабатываем продукты конкретно под каждый бизнес и помогаем этому бизнесу расти. Компания со времен своего основания в 2013 году ориентирована на иностранных клиентов, потому что, откровенно скажем, что в Кыргызстане денег больших нет. Мы всегда ориентировались на проекты зарубежных клиентов, это в основном Америка. Например, из тех продуктов, которые мы сейчас делаем, вот мы сейчас активно работаем над стартапом FitJab. Основателями стартапа являются наши выходцы из Бишкека. На данный момент это фитнес-приложение для девушек, женщин с мусульманскими ценностями. То есть все упражнения в этом сервисе, они халяльные. Мы разрабатываем инструмент для тестирования виртуальных машин блокчейн-сети Ethereum. Ой, сейчас. Я в смысле пытаюсь объяснить простым языком. Мне кажется, наша индустрия сейчас должна сделать следующий шаг, такой качественный шаг, что мы сейчас, грубо говоря, являемся, почти все компании в Бишкеке, которые занимаются программным обеспечением, являются бодишопами. То есть мы продаем рабочую силу за рубеж на аутсорс. А давно уже хотелось бы, чтобы у нас были местные какие-то продукты, которые мы разрабатываем сами, которые востребованы по всему миру. Это совершенно другой уровень. Программистом можно работать везде, и кодить можно хоть дома, хоть в офисе, хоть в кофейне. Программирование — это командная работа. И очень важен скилл коммуникации, то есть коммуникации как с клиентом, узнавание его потребностей, как и коммуникации внутри команды. То есть человек должен быть коммуникабельным. Москва в плане, например, той же умной городской среды, они очень хорошо себе многое что сделали. Ну вот о чем наши уважаемые чиновники говорят о цифровизации, диджитализации и прочих таких штуках. Да, этого действительно не хватает, и то есть это не надо это воспринимать как нечто, вот мы сделаем и типа да, мы молодцы. Нет, это уже во всем мире, в развитом мире, а мы все-таки не являемся какой-то супер отсталой страной, это как бы уже такой бытовой минимум, который должен быть. Но это реально делает жизнь всем удобнее. То есть, если бы у меня была возможность платить налоги и заполнять налоговую декларацию из приложения на смартфоне, то я бы там вообще классно было бы. Приложение банковского и так далее оплачиваешь. И, на мой взгляд, мне кажется, там собираемость оплаты повысилась за счет этого. Вот. То есть, это такие бытовые минимальные вещи, которые есть уже в любой развитой стране, и почему-то у нас у нас вроде процесс пошел, и я думаю, будет лучше. Вот.